Британские журналисты сегодня дежурят у лондонского офиса консалтинговой компании Orbis Business Intelligence. Ее основателя, бывшего агента британской разведки Кристофера Стила, называют автором доклада о российском компромате на избранного президента США Дональда Трампа. Компания Orbis предлагает клиентам сбор разведданных и международные расследования в сфере бизнеса и политики на, цитата, всех уровнях. На сайте открыто написано: создатели Orbis – бывшие британские разведчики. Стил и его компаньон Кристофер Барроуз основали эту фирму в 2009-м. До этого Стил работал в Ми-6. В 90-х он несколько лет провел в Москве под дипломатическим прикрытием. Затем его перевели в Париж и позже в Foreign Office в Лондоне. Когда он окончательно ушел из разведки, неясно. Впрочем, даже оставив шпионскую карьеру, Стил продолжал работать со спецслужбами, но уже с американскими. Он был одним из информаторов ФБР в деле о коррупции в ФИФА. Тогда его сведения оказались верны. Для работы над досье Дональда Трампа Стила изначально привлекла компания Fusion GP. Это базирующийся в Вашингтоне центр политических исследований. Заказчиком якобы был неназванный республиканец, хотевший помешать Трампу выиграть номинацию от партии. По данным BBC, это был Джеб Буш, один из 16 соперников Трампа во время американских праймериз. Эта информация пока не подтверждена. Стил прекратил общение с ФБР лишь в октябре, за месяц до американских выборов. Причиной якобы стало недовольство бездействием ведомства. Он опасался, что его данные не воспринимают всерьез. Впрочем, согласно источникам Рейтер, это было не так. На основе сведений Стила ФБР начало предварительное расследование связи Трампа и его окружения с Россией, но за несколько недель до выборов свернуло расследование для того, чтобы не повлиять на исход голосования. Тем временем досье Стила просочилось в прессу. Среди журналистов оно гуляло несколько месяцев. Об этом сейчас заявляют одно за другим многие крупные издания. Однако публиковать его никто не решался. Подтвердить данные Стила репортерам представлялось почти невозможным. Разрешил сомнения журналистов сайт BuzzFeed. Он выложил фотографии всех 35 страниц доклада, отметив противоречия и ошибки и предложив американцам самим судить о достоверности представленных сведений. Телеканал CNN сообщил, что двустраничное резюме доклада Стила представили Обаме и Трампу на брифингах со спецслужбами. Когда избранного президента спросили об этом на его первой пресс-конференции, он искусно ушел от ответа. Во-первых, это было закрытое, секретное совещание. Я не могу говорить, что мы там обсуждали, но там было много свидетелей, многие из них за нас. Позор, что эта информация вылилась в СМИ. Я видел эту информацию, я ознакомился с ней за пределами брифинга. Это полная чушь, фейковые новости. Такого не было. Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер в среду вечером заявил, что спецслужбы не причастны к утечке информации о досье в СМИ. Трамп истолковал это по-своему, написав в Твиттере, что Клэппер якобы назвал досье фальшивкой. Кремль также отрицает сбор компромата на избранного президента США.